Спустя 16 лет после Осетино-Ингушского конфликта, в августе 2008 года, когда Грузия начала артиллерийский обстрел Цхинвала, Россия встала на защиту Южной Осетии. В операции по принуждению к миру принимал участие и Юнусбек Евкуров. Думал ли он о том, что защищает, быть может, именно тех, кто убивал, калечил, насиловал в его родном селе? По идее, человек должен быть обиженным. По идее, человек не должен принять участие в том, чтобы защищать осетинский народ, потому что с ними был конфликт, потому что были потери, погибшие и с одной, и с другой стороны. Но он государственный человек, он генерал, он уже на тот момент герой России. Вот над этим надо подняться. И для него главное – это жизнь человеческая. Поэтому в этом конфликте он принимал участие начальником разведки, и от его информации зависело, насколько можно сохранить жизнь простых, обычных граждан Южной Осетии. Дело не в осетинах, не в ингушах. Это геополитика, это стратегия, это интересы Российской Федерации. И за интересы нашей великой страны и каждый из нас присягу принимал и долг свой выполнял. А зачем мы тогда нужны? Здесь нет никаких там сомнений или вопросов. Надо, будем воевать на любом направлении, в любом месте. О том, как Юнусбек Евкуров умеет воевать на любом направлении, ходят легенды.